отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулеметную горим, и значит нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все исцелено. Сомнения прочь уходят в ночь потерянный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска до Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все исцелено. Сомнения прочь уходят в ночь потерянный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Сегодня мы хотим поговорить с вами, просто поговорить. И нам есть что сказать на самом деле. Потому что тема, которую мы выбрали, тема Великой Отечественной войны, она никогда не пропадет, она никогда не угаснет, она всегда будет в сердце каждого из нас. И буквально несколько дней назад вся наша страна и все мировое сообщество вспоминало начало Великой Отечественной войны, тот день, когда на нашу Родину, на нашу красивую, сильную, большую Родину пришел враг. И это было начало страшной войны. Мы хотели бы почтить минутой молчания всех тех, кого нет, но кого мы вспоминаем каждый день в стихах, кого мы вспоминаем каждый день в песнях и просто словом. Спасибо. Вечная память героям, павшим. Но мы хотим вспомнить какие-то интересные вещи, факты и связать это все с песней и со словом. Наверное, самое главное, что доходит до человека, это музыка, это слово, великое слово. И наша вот такая команда, как ее Марина назвала, батальон. Мы считаем, что вы тоже наш батальон, потому что мы пригласили сегодня только друзей. Мы сегодня пригласили тех, с которыми мы хотели бы поговорить. И сегодня у нас должен состояться интересный, серьезный разговор. Итак, друзья, начнем, наверное.
И первая песня у нас сегодня, которая прозвучит в исполнении артиста Георгия Гагичаева, это песня «Вот солдаты идут». Это уникальная песня на самом деле. История этой песни действительно необычайна. Слова этой песни родились прямо на фронте во время Великой Отечественной войны. А вот музыка уже появилась, когда Великая Отечественная война закончилась. Слова написал Михаил Львовский в 1943 году. В то время он учился на 3-м курсе литературного института имени Горького. И добровольцем ушел на фронт. Вы знаете, много песен, которые были созданы во время Великой Отечественной войны, они были биографичны. Люди, которые писали, они писали их прямо на фронте. И эти строчки были написаны, представьте, именно во время войны, именно на фронте. И так получилось, что во время Великой Отечественной войны автор познакомился с Николаем Александровичем. Получилось, что после войны эта песня появилась. И, наверное, каждая песня, которая выстрадана, которая появляется во время Великой Отечественной войны, она как мостик. Представьте, сколько лет назад появилась эта песня, и она для нас сегодня как мостик. И исполняет ее Георгий Гагичаев. Вот солдаты идут. Вот солдаты идут по степи опаленной, тихо песню поют про березки до клены, про задумчивый сон, про плакучую про родные леса и широкую ниву. Вот солдаты идут, громче песня несется, и прославный рядок в этой песне поется. Смерть ради жизни и про верность свою нашей славной отчизне. Вот солдаты идут стороной незнакомой, вот врагов разобьют и вернуться до дому, где задумчивый сад, где плакучая ива, где родные леса и широкая нива. Следующая песня, которая прозвучит, на самом деле, каждый из вас сейчас скажет, как странно, что мы не знали об этом. Ходит легенда, что основа песни «Тучи в голубом» была написана в 1942 году, а композитором являлся Александр Журбин. И говорят, что он нашел эту партитуру в архивах. Но на самом деле, вы не поверите, эта песня была создана в 2004 году. Каждый сейчас скажет, что вы слышали эту песню всю жизнь, что она такая старая, что она создана во время Великой Отечественной войны. Нет, друзья, представьте, насколько красива песня и как она заглянула прямо в душу каждому.
зрителю и слушателю, что каждый думает о том, что эта песня была создана давным-давно. Но была такая интересная история, Александр Журбин сам рассказывал. Он сам ее исполнил на каком-то концерте, и вдруг к нему подошли ветераны Великой Отечественной войны и сказали: «Вы знаете, Александр, спасибо, что вы вспомнили нашу песню, мы ее пели в 43-м». И тогда Александр сказал: действительно, песня стала народной. Сегодня эту прекрасную песню «Тучи в голубом» исполнит Марина Гудиева. Но «Тучи в голубом» — это для нас сегодня не просто песня. Это великий перевод на наш великий осетинский красивый язык. Перевела эту прекрасную песню, этот текст великолепный Залина Басиева, заслуженный работник культуры нашей республики. Человек, который очень много делает для того, чтобы язык наш дальше жил, и чтобы мы и наша молодежь слышала и слушала прекрасные произведения. Итак, друзья, «Тучи в голубом» исполняет Марина Гудиева. Чайка таваш, амакам кафам дема вальс, амакам кафам дема вальс, амакам кафам дема вальс, андахаш. Хашты кадни шанон фир алмат, райгуран шахлам балзыштамат, фаламам тоха бадырай, жардан талмакашат. Ахасымих дыцах лаваш, арамашанаш тенчеш, амажаром хазар таш, камжирын чайка таваш, амакам кафам тема вальс, амакам кафам тема вальс, амакам кафам тема вальс, андахваш. Юнкерстачирын свамына кишху, нема зухтарда кудыты зур, арбытырда дышынымам, девшун кужырылжын жесур, ахасын бихты цахлаваш, ажмышын денжеш ногой, амажарон хазары таш, камжирын чайка таваш, амакам кафам тема вальс, амакам кафам тема вальс, амакам кафам тема вальс, уандрога. Ахасын бихты цахлаваш, арамашанаш тенчеш, амажарон хазары таш, камжирын чайка таваш, амакам кафам тема вальс, амакам кафам тема вальс, амакам кафам тема вальс, андахваш. Амакам кафам тема вальс, амакам кафам тема вальс, амакам кафам тема вальс, андахваш. Следующую песню, которую вы услышите, наверное, на каждом концерте, который посвящен военным, она всегда звучит. И когда она звучит, обычно зал встает. Сейчас вы подумаете, что песня специально написана
именно на тему Великой Отечественной войны, но многие знают, что нет. Это песня Олега Газманова «Офицеры». Но не все знают, что эта песня была написана в 1991 году. Все вы знаете, какие события были в нашей стране. И второй куплет, который он написал в этой песне, он видоизменялся. На самом деле он написал именно про Белый дом, про погибших под гусеницами танков людей. И долго песня лежала у него на полке. Потом он ее видоизменил, и сначала все критики сказали, что нет, эта песня не пойдет, она не очень интересна. Тем более еще критики нашли там какие-то такие очень интересные места. Например, когда он говорит «господа офицеры», слово «господа» к офицерам никогда не применялось. «Господа» обычно именно к военным не применяется это слово. Применялось только к власовцам. И говорили «господа власовцы». Поэтому вот тут конечно, все критики очень жестко подошли к этой песне и сказали, что песня не будет жить. Но так получилось, что песня живет. Она жила и будет жить. И когда она звучит, каждый вспоминает настоящих героев. Каждый вспоминает настоящих мужчин и вспоминает настоящих офицеров. Итак, друзья, песня Олега Газманова «Офицер» в исполнении Аслана Лудиева. Господа офицеры, по натянутым нервам и аккордами веры эту песню пою тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляя за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадил, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевших, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах, ваши души хрипят. Что ж вы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь не вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят
Песня, которую вы сейчас услышите, она родилась в Ташкенте. И получилось это в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. На самом деле, во время Великой Отечественной войны многие творческие коллективы и знаменитые артисты, у многих артистов была бронь. Потому что на самом деле артисты в этот период времени, они должны были поддерживать дух народа, дух солдата. И они должны были создавать произведения. Оглянитесь, и вы вспомните великие произведения музыкальные, которые были созданы во время Великой Отечественной войны. Великие кинофильмы. И как раз об одном из таких великих кинофильмов я хочу сказать. Песня называется «Темная ночь». И родилась она именно в Ташкенте, когда снимался фильм «Два бойца». Режиссер Леонид Глуков, он долго мучился и не мог понять, что же мне делать с этой сценой. Она не получалась. Нужно было в землянке, боец должен был написать письмо, и никак она не складывалась. Тогда так получилось, что Леонид Глуков обратился к Богословскому и сказал, что мне нужна помощь. Мне нужно создать мелодию, красивую мелодию, чтобы мы сделали песню, пусть он споет. Пусть споет, и потому что он хорошо поет, а главную роль играл вот Марк Бернес. Все вы его знаете, что он один из гениальнейших певцов, один из гениальнейших артистов 20-го столетия. И так сложилось, что Никита Богословский, он приехал и тут же написал мелодию. Вот она тут же родилась. Долго не думали, и они позвали автора, чтобы Владимир Агатов написал текст. Владимир Агатов пришел и тут же написал текст, насколько ему понравилась мелодия. Что же делать дальше? Дальше уже началась ночь, но ночь их тоже не остановила. Они разбудили Марка Бернеса и сказали: мы сейчас идем записывать эту песню. Нашли где-то ночью гитариста. Потом они приехали на студию звукозаписи, но так сложилось, что на студии звукозаписи было закрыто. И они открыли, так получилось, что вскрыли студию звукозаписи, зашли, записали эту гениальную вещь. И представьте, на следующее утро все сложилось, и эта гениальная песня дошла до наших времен. Но была такая небольшая утечка информации, и Леонид Утесов услышал эту мелодию и этот текст. И еще фильм не вышел на экран, его монтировали. В этот период времени Леонид Утесов начал исполнять эту песню. И поэтому, предвосхитив этот прекрасный фильм, первым, естественно, был в душе и в сердцах Леонид Утесов. Итак, друзья, мне кажется, что это одна из гениальнейших песен, где действительно раскрывается душа человека. Душа человека. Темная ночь. И, наверное, каждый будет вспоминать эту прекрасную темную ночь, которую исполнит для нас сегодня Аслан Гудиев. Звезды мерцают. утирая.
было бы неправильно, если бы мы своему любимому зрителю, своим друзьям не подарили бы песню на родном осетинском языке. Вот эту песню мы для вас конкретно готовили. Потому что на самом деле мы считаем, что эта песня одна из самых гениальных, но правда она написана не про Великую Отечественную войну, а про Первую мировую. Эта гениальная песня, она была любимой песней Бибо Атаева. И она была исполнена в спектакле «Чепта Чепина». Он часто включал песни, которые любил в спектакле, там, где сам участвовал. И нам показалось, что эта песня, которую мы сейчас для вас исполним, она такой, как разговор о самом важном, о самом главном, о памяти. Фащива де Жар исполняет Суслан Маргоев. Суслан. Пока все поднимаются, я хочу представить, у нас есть душа у гармошки, Лариса Садикоева. Мы без нее ничего никогда не проводим, потому что считаем, что все гармонисты, которые просто владеют клавишами и нотами, это гармонисты. А когда ты душой можешь сыграть так, чтобы потом осталось в сердцах каждого зрителя, умеет это только наша любимая Лариса. Спасибо вам, Лариса. Марина Гудиева, Георгий Гагичаев, Суслан Маргоев, Аслан Гудиев, Фатима Багиева. Спасибо, дорогие. Воды, чи бажайся ваш, а что за нее рвонут сало? Магалка фашистку салма каш. Балахашт, так чин дорогу сало. Жахма, тука,
И, наверное, кульминационный момент сегодняшнего нашего проекта, то, к чему мы готовились, то, что мы хотели сегодня вам представить, это новая поэма Георгия Гагичаева. Все вы знаете, что во время Великой Отечественной войны враг был в нашей прекрасной республике. И, к сожалению, так сложилось, что очень много зверств они причинили. Очень сложный год был для нас, 1942 год. Конечно, враг шел к нефти. Враг шел к этой нефти, и отовсюду он шел, и от Ольхотовских ворот, и в Балагире они были, и в Майрамадаге они были. Все вы знаете, оглянувшись назад, все вы знаете, какие подвиги были совершены нашим народом. И Георгий Гагичаев взял одну из тем, тему, которая касается защитников Суарского ущелья. В Майрамадаге сейчас находится хороший, красивый музей, где описан их подвиг, этих моряков, которые никогда здесь не были, эти моряки, которые защищали нашу землю, и этот народ, который встал от мала до великого. Поэма Георгия Гагичаева. Сегодня вы ее слышите впервые. Унгаках фандак балаштахшан ожы, на фаллай сашткомырдам кашын, фаланырдарма хаттай хатфа пышы, нарашухт комай шаужахы аржын. Калызыдон, яхуш самаукала, фажынымам нарак бонтынывта, лагнамыш амахаш баржонт кудара, вадрай гурынс история шыфта. Махаларта, ой раджа уди раджа, на арынтай курбала мухтажнак. На жахфахтиса масангата яджа, на кал тойныл шакашта амамарк. Не бати шаумих, бон таталын коттой, жартахалын сирената карма. Шакрази адам шонтай фарштой, сыкота, ватсайтыхай, штай сама. Сыдышты тугай вашан падалама, не тариш сарт фамилашон яфант, хаштынгдер кота, афазай валама, кошкашка эдельвейсла, евать. Ирыштом арбахатся иш фронт, арджанара гышкал таким лон евыл, сахаш тути махаларда, сахаш на аваш стоя в шаттон-то шахивыл. На башаш нарыг, тук захтымашты, нахмаварт шартта ашаш тишадандак, нарташа нышан нараджы башты, ашфант коттой андар булты шафандак. Ах, шавытар, арыгон лейтенант, як ухмарайшта телефонограмма. Шаветтун сади шарфа як фауат, фаланын бай ушут на маршалы приказма. Арджидара галнир баси шабон фашкав казма. Иштай деньжманах хижен. Разведканан кутжбаракотта шом шаподае андарултар хижен. Кубасовой ардон шарты наговкан заштажинаджа тахтаюма. Узан шарышан дугмон дакпланты армаштарю куттахтар заужа каума. Штаяр бакома пандак даршадышан. Узан фашкав казма шамашт хашчанабаус. Шамахаштут шанах маварт шабышан. Фалтауил
женадиных маравз. Наридок лыстышты шамахрдан кагаган код вабону фаут фашистен фаг. Фалаю город мара тут женаган. Фалаю шуары комыл ма авазут женаг. Кутахтар автомахтар умжинзыштам. Ама лабурджета аннауартон шатсыштам. Выдышты деньги жон фиштагов шадны рам. Бентоны рагон сарт мундак курсанта. Фаласайна фалтау шаномыл шпада сам, адап батайдар шифтах той шагаршта. Дыка каркваша нахисан вадма, ары годов шад кижа марта коттуй. Фажжигон кавда вардияма, я артахта шарх-шархи тугай жгортуй. Амбал лейтенант, тынг жену барак, на комнату ксашты шагимаш хатса. Факашти, амайил фаджарондлак, я халаш боцо ромбаш мархатса. Мафыдыхай, сама да ам, сама, намгута и хваткажин макунау, сукут так да арбахашта ама, мияк да сарт швалда иждаван. Манан макашта тышату калышта, машар фышзадмы бабахшун, уйкут. Аждарма иштаманыш бэжна нырма, иштык макухты, усаддаг масыт. Но тамын рад хасангаджама такт, мафаштавают, найфаштиат най. Рашам бунатта жона наш хуждар, на комман науд бакаканан най. Кудбан баштон духожон иш бенатта, фаламажах, дычида, штай касайда. Ташолтандын шадажзыт, адгашай факыштун аш сарамгонты адашай. Гыцыл валдар дуак ордылауын шкоттойса хасахко ама Алихан. Фатахтканут, анкалуам кашынс, ражыбадынты равдисышты шмахан. Махтавал ам курсантима вахшки-вахшк, сатташтым басовын камкадждар тохосовы. Ама фашистар ашсыма лыштак лашк, цышым бынаттым башайым бова. Камвайя хашта сины так-такам. Фалафажиндар он уттынывш, шанамы шылкайна шпатсан кам, кай шахашту за нас арды шахаш. Махаларта, сахашту ди сахашт. Фацагвал хаттах четаратах дышты тагай, аштайта танкадан шаудыш куян захшт, аштайта тиштагав шадраж малдира грагай, даш хатты фылдар жнаджетах тамахай, уй маквы мачи бавжарет шагай. А фон захшавы, фон сбоны жындон, майрам адагам фамблайш балвырт. Еуй фашта куттар бацах он, а хошытых нагуланай арбашынд. Фахтина жах, сама сангатаяджы, шавет доладам бамвардышты юма, на шырховшат на жахай тартажнаджы, даран канга Кавказай шванг Берлинма. Кофер ваштышты кавыштан сарджыта, вад нам гутай жаха улон нажынд. Жығар вақт барба хаштой нам гута, амазы мышан сырцаван фашинд. Шасар дира что нацал фандерауна пуш, фаласарынс на адамы жардаты. Амазыл хур кадналыр калыр ухш, уаттар шабынат
пейзаж уж санат. Уанга кахвандак балаштых шампужа. На фаллае сышт комардым кышын. Фаланырдар махат тай хат табышы. Нара шухт комай шаужахы каршын. Калызы дом я хош самаукала. Фажынымам нарак бунтынывта. Лагнамыш амахаш баршомт кудара. Вадрай гурынс история шафта. Гочсата Георгий, Мургуата Шошлан, Агната Дау. Усажарон багру, шадажа сади. Шадаж задай, расен хаштма. Муарох мауж, сытыхчыны дыштан каттар. Уйго маку отрох. Мақтаны концерттар хатсаканын. Амрах ишам важен синадма. Важен синадма. Любовь. Наверное, это самое главное в жизни. Любовь. Без любви ничего нельзя делать. Все, что мы делаем, мы должны делать с великой любовью. Мы выходим на эту сцену с великой любовью. Мы любим свою профессию. Мы любим своего зрителя. Мы любим своих друзей. Мы вас любим, друзья. Песня, которая сейчас будет исполнена, я бы хотела, чтобы мы ее исполнили вместе, потому что эту песню знают везде и всюду. На самом деле она такая интересная, и жизнь у нее тоже у этой песни очень интересная. Все думают, что она родилась во время Великой Отечественной войны, но нет, она родилась до Великой Отечественной войны в 1938 году. Исаковский написал первые 8 строчек о девушке Катюше. Он написал эти строчки, а потом долго думал, что же с этими строчками делать, и дальше ничего не рождается. Но так получилось, что через месяц Исаковский дописал остальные 6 куплетов. А Блантер быстро придумал мелодию. И 28 ноября 1938 года, вдумайтесь, в 1938 году, не в 1941, не в 1942, как многие думали, что она родилась. На самом деле она родилась до Великой Отечественной войны. Но так случилось, что во время Великой Отечественной войны она стала народной, это великая песня. Почему? Потому что многие сравнивали ее, вот то, что она начинается, ну вот о Катюше, да, буква К. Раньше говорили, что вот этот БМ-13 при обстрелах, он звучал очень страшно, и когда говорили вместо залпа, говорили огонь. И не говорили вот залп, огонь, там, вли и так далее. Нет, они говорили пой. Они говорили не залп, они говорили не пли, не огонь, а представьте, пой. И действительно так получилось, что эта Катюша так пела, что всех устрашала. А теперь эта песня живет, и каждый житель нашей большой красивой страны знает ее наизусть. И я хотела бы, чтобы мы вместе ее исполнили с Мариной Гудиевой.
Катюша, выходила маленькая Катюша на высокий берег крутой. Выходила маленькая Катюша на высокий берег крутой. Песня, которую вы сейчас услышите, она была написана для кинофильма «Судьба», премьера которого состоялась в 1977 году. Да, в 1977 году. Сейчас вы будете думать, откуда эта песня? Да, именно из этого фильма. И эта песня на самом деле стала еще лауреатом, финалистом конкурса «Песня 77». Представьте, в один год она появилась и в фильме, и стала лауреатом. Никогда вы не отгадаете, какая песня. Песня рассказывает, не песня, а фильм рассказывает о Великой Отечественной войне, о семье Дерюгиных. Как война пришла в село, и все поменялось в жизни, все изменилось, вся жизнь изменилась. И стало до, и стало после, конечно. Вы не поверите, как называется эта песня. «Эхо любви». «Эхо любви» – песня, которая родилась в 1977 году. Она была исполнена отдельно именно нашими гениальнейшими, я считаю, певцами Анной Герман, Львом Лещенко. Итак, друзья, сегодня ее исполняем мы. «Эхо любви». И
Марина Гудеева, Георгий Ильич. Песня, которую вы сейчас услышите, эта песня тоже родилась в 1942 году. И тоже она родилась в Ташкенте. В тот период времени была эвакуирована вся съемочная бригада. И в Ташкенте родилось именно очень много фильмов. Фильмы, которые действительно поддерживали дух бойца. И не только фильмов. Песня эта была создана тоже для фильма и была необычна. Весной 1941 года тот же режиссер Луков, он задумал съемки фильма о герое гражданской войны. Не Великой Отечественной, а именно гражданской. И он подумал, было бы здорово, если бы во время фильма была такая интересная сцена, например, свадебная. Было бы здорово. И тогда он подумал, и почему бы не написать новую песню. Пригласил он авторов, но так сложилось, что текст появился, а музыка никак не появлялась. Композитор уехал на войну, и не складывалось долго. Но в конечном итоге все вернулись, и песня состоялась. Прекрасная, роскошная песня. Великолепная и очень интересная. Что хочется еще сказать про такую красивую песню, которая названа именем девушки. Кого? Лизаветы. Но самое примечательное в этой песне что? То, что многим нравилось именно слово, что «приеду с победой», понимаете? И эта песня, она ушла на фронт, и все ее пели, потому что там были гениальные строчки «приеду с победой». И сейчас она тоже очень актуальна. Все приедут с победой. Итак, друзья, роскошная, красивая песня, которая пришла к нам с прошлого века. «Лизавета» исполняет Георгий Кичаев. Ты ждешь, Лизавета, подруга привета. Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Весною в ворота открою, я с тобой, ты со мною, неразлучный навек. В тоске и тревоге не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. В тоске и тревоге не стой на пороге, я я жду и мечтаю, улыбнись, не встречая, был я смелый в бою. Эх, как бы дожить бы, до свадьбы женить бы и обнять любимую мою. Эх, как бы дожить бы, до свадьбы женить бы и обнять любимую свою.
невозможно сломить. Особенно дух. Дух, который воспитан на самом основном, на любви к родине, к своей, на любви к своим родителям, на любви к своему языку, к своему народу. Это самое главное. И никто не сможет сломить такой дух. Хочется рассказать много о патриотизме, но об этом лучше расскажут песни. «Севастополь». Уникальная песня, которая родилась в 1954 году. В Севастополе широко отмечали сразу две памятные даты. Это столетие первой героической обороны города и десятилетие его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Так получилось, что к композитору Вано Мурадели обратились с просьбой написать о подвиге, именно о подвиге героев. И он очень серьезно к этому подошел, и родилась такая интересная, красивая песня «Севастополь». Первый раз она прозвучала 17 октября 1954 года. Вы даже не представляете, кто ее исполнял. Ее исполнял хор 5000-ний. 5000 человек на стадионе исполнили эту великолепную песню. И сегодня ее исполняют Марина Гудеева и Аслан Гудиев. «Севастополь». Ты летит крылатый ветер над морями, над землей. Расскажи ты всем на свете про любимый город. Всем на свете ты поведай, как на крымских берегах занимали наши деды и прославили моря. Легендарный Севастополь, невесомый для врагов. Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков. Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков. Здесь на бой святой и правый шли за родину свою и твою былую славу мы умножили в бою. Скинув черные бушлаты, черноморцев не войны. Здесь атаки, здесь гранаты, шли на свет твои следы. Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков. Если за океана к нам враги придут встречать, встретим мы гостей незваных истребительным огням. Знай, вся страна родная, что не дремлют корабли и надежно охраняют берега родной земли. Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков.
продолжаем наш концерт. Хочется вам еще что-то сокровенное подарить. А что мы можем вам подарить? Только новые произведения. Сегодня вы услышите в первый раз премьеру стихотворения. Не хочет он. Георгий, ты что, не хочешь исполнить нам свое новое произведение? Все, нашел, все, слава Богу. Все мужчины теряются. Честно говоря, когда мы готовились к нашей встрече, мы действительно хотели для нашего зрителя что-то особенное дарить. Вот мы подготовили несколько песен, просто очень хотели, чтобы вам было приятно. Да. И вот поближе к финалу мы решили подарить вам премьеру стихотворения. Георгий Гагичаев написал новое стихотворение, и мы уже гордимся этим стихотворением. И Рон Шалтер. Ари-жари, мафаллад мулыхтавшт. Фалманцах кырдык калзык фынтам шая. Фала удиянамы гвардай хашт, ама арфгарун хуры сахартая. Калзани таныл жнажитых тайжай. Шармазан тайныл сашпанды кушгалуй. Уаттарна жахыл ахам намыгнай самайманан мауар жонат. Намаруй. Мафаллад фендер. Асығд мамансай, качау малатна алываршты живы, уаттарна сарды ахам тыхтанай, самайыш еу бон марым шон иры. Маяг манан ку аху шама арт, ку феша фоныш хашты карш карданты, ану шону хаштон лаган ясарт. Ама сарзынан Адемы жардаты. На самом деле, пока мы помним наших героев, они живут в наших сердцах. И наше событие, которое мы сегодня придумали, хотели бы мы завершить песней, которая, на самом деле, страна у нас была великая, СССР. И в 1975 году, в честь 30-летия Победы, Союз композиторов СССР придумал большой крупный конкурс. Кто напишет лучшую песню о войне? Кто же ее напишет? Великое множество песен было создано именно в эту дату. Вы просто не представляете, сколько композиторов подарило бессмертные произведения своему народу. И одна из этих песен, без которой мы никогда не завершаем наши события, песня, которая дает великую силу любому человеку, надежду на силу, на будущее, на победу. И мне кажется, что если даже она в тот период времени была не очень популярна, потому что композитором был Давид Тухманов, он был молодой, еще совсем-совсем молодой. И так получилось, что вот серьезные композиторы сразу подумали, ну что он может написать и вообще почему его вперед пропускать, зачем ему это все нужно. Хоть и поэтом был Владимир Харитонов, он сам прошел Великую Отечественную войну, и он знал, о чем он писал. Он писал о победе, которую он сам ждал. И так получилось, что песня как-то не складывалась, и жизнь ее не складывалась. Но Лев Лещенко был упорен и постоянно исполнял эту песню на всех своих концертах, и она входила всегда в основной репертуар его песен.
И в какой-то период времени Лев Лещенко попросил, можно ли исполнить на государственном празднике эту песню. Это был День милиции, который проводили в 1975 году. И вот, обратившись к заместителю министра внутренних дел, в тот период времени к Юрию Чурбанову, Юрий Чурбанов послушал песню и сказал: хорошая песня, давайте ее исполняйте на государственных праздниках. И таким образом эта песня зажила по-новому. Друзья, поем мы ее вместе, потому что победа всегда за нами. И она всегда будет за нами. День Победы. День Победы, как он был от нас далек, как ослеп лучшим таял уголек. Полевёрсты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом трава. Это праздник, сединою на висках. Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночь у мартеновских печей не смыкала наша Родина щек. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом трава. Это праздник, сединой на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали пол земли, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом трава. Это праздник, сединой на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Мы, конечно же, все вместе. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Спасибо, друзья. Но сегодня у нас не мы вспоминаем, сегодня у нас День памяти. Поэтому мы завершаем нашу программу именно памятной песней
песня, которая связана именно с нашей республикой. У этой песни, которая сейчас прозвучит, финальная песня, почему мы ее выбрали на финальную песню, вы сейчас поймете. Есть несколько версий истории этой песни. Говорят, что стихотворение это возникло давно. Расул Гамзатов написал про девочку, которую видел, которая умирала, и она делала журавлей. Она делала оригами, журавлей, ей сказали, что если ты сделаешь, сконструируешь энное количество журавлей, 1000 журавлей, то ты выживешь. И говорят по легенде, что последний журавленочек просто упал, и она не дожила. По второй версии, это история о братьях Газдановых. Говорят, что Расул Гамзатов действительно дружил. Он дружил в то время, дружили поэты, они знали друг друга, они уважали друг друга, они понимали друг друга. Они приезжали друг к другу на любые события. Не просто на дни рождения, не просто там на юбилей, а просто приезжали на любые события. Просто соскучился и приехал. Я надеюсь, что так и будет у нас тоже сейчас. И говорят, что когда открывалась эта стелла, посвященная братьям Газдановым, он приехал и увидел ее и написал эти великолепные стихи. Мне кажется порою, что джигиты с кровавых не пришедшие полей, но этот текст увидел Марк Бернес. И он попросил переделать чуть-чуть этот текст и расширить географию этой песни. И тогда уже они поменяли, мне кажется, порой, что солдат. И тогда эта песня обрела уже другую географию, более широкую, более обширную. Дальше рассказывают, что это была последняя лебединая песня Марка Бернеса, и он ее исполнил практически просто перед смертью. И он вложил в нее всю свою душу. Я не знаю, которая из этих версий правда, но обе версии роскошные и прекрасны. И пока мы исполняем такие песни, пока наши герои живут в наших сердцах, они живы. И мы не случайно завершаем наш такой вечер, где мы вспоминаем наших героев именно этой песней «Журавли» в исполнении Суслана Маргоева. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен дальних летят и подают нам голоса. Не потому и так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня.
Быть может, это место для меня. Настанет день в журавлиной стае, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая, всех вас, кого оставим на земле. Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Не обижайтесь, что мы завершили этой песней именно, потому что если бы мы завершили Днем Победы, вы бы ушли все в радости. А мы хотим, чтобы вы ушли не в печали, а просто задумчивыми. Да, но мы еще не хотим, чтобы вы уходили. На самом деле, сегодня, не знаю, получилось у нас или не получилось поговорить с каждым из вас. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня у нас несколько событий. Одно из этих событий – это автономная некоммерческая организация «Арион» первый раз вышла на эту площадку и вообще на площадку. Очень много проводит каких-то маленьких мероприятий, а сегодня уже такое большое, побольше, масштабное, и мы все практически находимся вот на вот этом первом прекрасном шаге. И я бы очень хотела сегодня руководство этой некоммерческой организации здесь, и я бы очень хотела вас пригласить на сцену. Дорогие друзья, добрый вечер. Хочу поблагодарить вас за то, что сегодня в этот особенно для нас вечер вы были с нами. Сегодняшний концерт «Песня, опаленная войной» — это не просто концерт, это не просто культурное событие, это дань уважения, дань памяти всем тем, кто прошел через все тяготы войны, пред все ужасы войны и принес нам долгожданную, великую победу. Спасибо вам за ваши сердца, открытые для памяти. Хочу поблагодарить всю творческую команду, которая для нас подготовила сегодняшний прекрасный вечер во главе с режиссером сегодняшнего мероприятия, с ведущей. Это Фатима Пагиева. Актеров, которые сегодня выступали, Сослана Моргоева, Ларису Садикоеву, Гудиева Аслана, Гудиеву Марину, Георгия Гогичаева, чья поэма «Защитников Славского ущелья» сегодня прозвучала, премьера поэмы. Спасибо вам огромное. Особую благодарность хочется сказать хозяйке этого камерного зала, этого директора камерного театра «Шкип» Лейли Цыблоевой, потому что благодаря ей это событие состоялось. Спасибо вам всем. Спасибо большое. Добрый путь, как говорится. Но у нас сегодня, вы знаете, сегодня у нас много событий. И одно из серьезнейших событий – это еще и день рождения нашего друга. Сейчас вы подумаете, как-то вы быстро перескакиваете. Да, друзья, там, где есть грусть, там и радость рядом. Сегодня день рождения нашей великолепной девушки. Вот она в углу стоит.
и, наверное, даже не подозревает, что мы ее сейчас хотим все вместе поздравить с днем рождения. Инга, с днем рождения тебя! Сил тебе, здоровья, счастья! И самое-самое главное, это вот таких хороших друзей, которые всегда с тобою рядом. Поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе всего-всего самого наилучшего. А всем нам мы желаем мира, самое главное, мира. С днем рождения! Загадывай желание. И на счет 3. 1, 2, 3. Знаете, у нас постоянно какие-то события происходят в этом театре, в камерном театре «Шкит». У нас бывают спектакли, которые за 4 дня поставлены, концерты, которые за один день, как говорится, подготовлены. Огромное вам спасибо, наши любимые зрители. Низкий вам поклон за то, что вы всегда с нами. Особенно Элеоноре. Так, Элеонора сказала, что она еще не сказала. Поэтому так как она еще не сказала, вот она еще не пришла, мы не начинаем. Она не сказала, мы не завершаем. Спасибо, Элеонора, спасибо. Гениальные все, вот стоите здесь и улыбаетесь просто. Должны фанфары греметь. Вот я не знала, что день рождения, но я знала, что что-то новое будет, поэтому с праздником вас. Премьерами, там, боем, песен. Вот все вы меня порадовали. Очень. Но, что я хочу сказать. Вот правда, здесь совершенно уникальные люди. Вот и самые близкие, как я вижу. Да, если я вижу вообще-то. Всех вижу. Вот искренние, сладкие, теплые лица. С днем рождения нашей именинницы. Но самое главное, я хочу вот что сказать, мои дорогие. Вы не просто батальон теперь уже стали, понимаете, а вы народный батальон. И вы, да, народный батальон. И вы этот символ должны теперь нести очень высоко. Для начала я вам сразу скажу, что немедленно делать, просто немедленно. Потому что великолепный просто состав, репертуар и то, что вы подобрали по теме Великой Отечественной, она каждый день актуальна. Не только сегодня, не только до начала этой операции. И даже когда она кончится, дай Бог, скорее, а все равно она всегда будет актуальной тема, потому что для нас все то, что о чем вы пели, это священно. Для всего народа российского. Поэтому я хочу, чтобы вы вот этим батальоном прошлись по границе. Надо посмотреть на нашу фронтовую всю линию от Осетии, по-моему, до Моздока, и, по-моему, там через Грозный был. И сделать именно по этой же дороге, сделать выездной такой круиз и марш-бросок сделать с этим же концертом. Вот то, что вы сегодня показали, это уникальное будет событие именно по фронтовой линии, останавливаясь в каждой точке там села или города, кто там, ну, какие будут встречаться, это можно будет расписать. И самое главное, чтобы вас встречали там, там, я не знаю, мэр города, это можно быстро все сделать, и там, в общем, как администрация. Это марш-бросок, да, ваша акция будет. Спасибо. Просто потрясающе. Там в Грозном у вас тоже много знакомых друзей и так далее. И это будет еще и братский марш-бросок.
потому что наши соседние республики, они тоже в это же время защищали тоже Спасибо, нашу да. землю. Поэтому сделайте это. Хорошо, принимаем. Принимаем. Спасибо большое. Огромное вам спасибо за труд, за потрясающую поэму, Георгий. Мне кажется, что по этой поэме нужно вам сделать тоже, как сказать, либо какой-то спектакль. Инсценировку. Да, это нужно и с собой брать, Театрализацию. помимо чтения, чтобы это было Хорошо. здесь. Спасибо, сделаем. Сделаем, спасибо. Я за вас, я с вами, я вас люблю. Мы вас и тоже любим. вы бесценный батальон. Спасибо всем поименно. Сусланчик, Асланчик, Мариночка, Георгий. Моя Пагнева, моя любимая, моя любимая. Какая ты умница, какая ты красивая, и мозгами вешаешься. Вот просто. Бираман Фасар Фальшинова. Я тебе сознаю. Мира что нам, Бира, конечно, мира что надо вам. Мадасарам бомбира, вот, малыга попал. Спасибо, Элеонора, огромное спасибо. Мне даже неудобно, честно говоря. Браво. Я благодарю еще Всех раз. аплодисменты. Лариса, идите к нам, пожалуйста, на сцену. Одну фотографию. Братьев, подожди, Целый десант. Дима, Да, подожди. жду. Сейчас, секунду. У меня тут, я не знаю, сейчас будете смеяться, но лучше не смейтесь. Нет, мы на вандал. Что это такое, ты думаешь? Ну, Да, да, детская игра. детская игра. Но я ее схватила почему-то, понимаешь, под руки. Вот попалась, я ее схватила. Я ехала сюда, думаю, зачем я ее схватила? А вот теперь я поняла, для чего. Вот здесь вот видишь магнитик. Посмотри. Да, Вот он, в устах. Видишь да, магнитик? да, точно. А вот это что ловит. Вот сколько рыбешек здесь, вот я хочу, чтобы ты столько же грантов, каждый свой проект ты вытаскивала вот этих рыбешек, это твои гранты, ваши гранты. Спасибо огромное. Это символ ваших грантов. Нам, честно говоря, недавно вручили Оскара. Мне еще отдельно вручили Нику Осетинскую. Так что, конечно, с ваших рук это очень красивый подарок. Огромное спасибо. Давайте сделаем. Не уходите, пожалуйста, сделаем фотографию. Друзья, просим всех на сцену. Давайте. А вам дайте всем свет, если здоровья, можно. красоты и счастья, и любви, любви, любви всем.